Очаровательные соискательницы титула самой красивой китаянки тщательно разучивают движения. Девушки должны покорить сердца своих соотечественников танцами далекой и экзотической для них Грузии. К выступлению готовят хореографы государственного ансамбля Абхазетии. Мы постарались еще дома разучить движение. Казалось, вроде все просто, но каждое движение дается нелегко. У вас совсем другой темп танцев, и они очень отличаются от китайских. Грузины очень теплые люди, если у нас что-то не получается, то все готовы помочь. Довольны девушками и наставники, которые заранее отправили в Китай видеозапись тех грузинских танцев, с которыми они предстанут перед жюри. Грузинский вояж претенденток увидит огромная аудитория телекорпорации Phoenix TV, вещающей помимо Китая еще и на 150 стран Азии, Африки, Америки и Европы. Шоу «Мисс Китай» будет смотреть более 250 миллионов человек, и это великолепная возможность ознакомить огромную аудиторию с нашей культурой и традицией. Китаянки в красочных нарядах проведут многочисленные фотосессии по всей Грузии. Телезрители узнают и о традиционном грузинском гостеприимстве, о популярной кухне и о традиции виноделия. Такая реклама страны дорогого стоит, уверены авторы идей. Этот проект поможет повысить узнаваемость Грузии, популяризировать страну, будет способствовать росту числа туристов из Китая, что положительно скажется и на объеме продаваемого в Китай грузинского вина. Уверен, с такими проектами удастся больше привлечь и китайских инвестиций. Кстати, буквально пару дней назад из Китая вернулся премьер Грузии Иракли Гарибашвили с целым пакетом серьезных экономических соглашений. Так что такой пиар страны как раз кстати. Ну а кто же выйдет в финал конкурса «Мисс Китай-2015», станет известно 22 сентября в Тбилиси. Зураб Дуали специально для программы «Настоящее время».